Добрый вечер, уважаемые любители спорта. Телеканал КТРК «Спорт» продолжает вещание передачи «Арена». В студии Азирет Абдраимов. И сегодня у нас представители элегантного вида спорта, то бишь фигурного катания. Карина Ураимова, президент фигурного катания в Кыргызской республике. Также она является тренером. Ну и три ее воспитанницы: Изодора Чокморова, Диора Акрамова и Бермет Джумабаева. Добрый вечер, дорогие гости. Как прибыли, как у вас сегодня настроение? В замечательном настроении. Все очень рады, что пришли к вам сегодня в гости. Как, девочки, расскажите о своих впечатлениях. Мне очень нравится заниматься фигурным катанием. Я люблю этот спорт. Мне нравится, как меня конкретно учит. Мне все нравится. Об этом, кстати, потом поподробнее поговорим. Вот недавно как раз-таки прошел турнир к Новому году. Как раз-таки мы снимали спецрепортаж по этому поводу. Расскажите вообще, с чего возникла идея данный турнир провести? Хотелось детям устроить праздник, поднять всем настроение, а также, чтобы они показали родителям, всем своим близким, чему научились за этот сезон. Вот. И мы с этих соревнований начали наш старт в этом году. Отлично. Ну и вопрос теперь. Вы являетесь еще и президентом Федерации фигурного катания. Какие новости сейчас у вас в Федерации, какие новости вообще у нас в Кыргызской республике? Потому что фигурное катание не особо пока что развито. Да. Ну, знаете, федерация наша открылась 2 года назад, и мы только постепенно начинаем сейчас развиваться, подаем аккредитацию, чтобы расти и выезжать уже на международные соревнования. И когда вот у вас будет следующий турнир? Наш турнир пройдет 15 января. Мы выезжаем в город Алматы. Вот, нас едет 10 человек. Вот, надеюсь, покажем результаты хорошие, привезем золотые медали. Отлично, мы вам желаем успехов в предстоящем турнире. Теперь вопрос к девочкам. Бермет, расскажи, со скольки лет ты пошла, сколько занимаешься сейчас данным видом спорта? И каковы твои успехи сейчас? Мне очень нравилось. Вот в Шымкенте я заняла 1 место, в Алмате 3 место, и в Бишкеке я заняла 3 место. Отлично. Теперь вопрос к Диоре. Диора, расскажи теперь о том, как ты пришла в данный вид спорта, и расскажи о своих успехах. Я пришла, потому что это была мечта моей мамы. И успехи у меня очень хорошие. Я ездила в разные страны, занимала 1-е места. В Бишкеке тоже было много соревнований, и там занимала тоже 1-е места, были и 2-е. Хорошо. Кстати, мы сегодня в Инстаграме открыли данный опрос по поводу вопросов к нашим гостям. И вот как раз вот данный вопрос, который мы задаем, задал его представитель. Зовут его Айтбаев 23. Вот такой у него ник. И вот этот вопрос он вам всем задает. Ну и теперь, Изодора, расскажи о твоих успехах и как ты вообще оказалась в этом красивом виде спорта, точнее. Моя мама хотела, чтобы я каталась на фигурном катании. И папа захотел, и меня они туда отправили. Хорошо. А теперь вопрос, Бермет. Вот когда я у тебя брал интервью недавно на турнире, ты сказала, что у тебя твой самый любимый, один из самых твоих любимых элементов, ты сказала аксель, по-моему, если я не ошибаюсь. Аксель, ведь данный элемент даже тяжело исполнять некоторым взрослым ребятам. Почему тебе вот данный этот элемент так дается, возможно, легко, и с чего ты полюбила данный элемент аксель? Ну, он мне очень нравится, потому что он красивый. Он красивый. И хорошо на судей воздействует, да. Возможно. Много баллов получаю. Много баллов. Отлично. А теперь вопрос к одной из главных героинь сегодня, Карина. К вам вопрос. Теперь вот вы занимаетесь давно этим видом спорта, много у вас медалей есть также на различных международных соревнованиях. Вы мастер спорта Кыргызской республики по фигурному катанию, кандидат мастера спорта также Российской Федерации. Вот. И кто вас привел и как вообще вы начали заниматься этим видом спорта? Ну, конечно, привели меня родители, но впервые в жизни я увидела фигурное катание на шоу, которые проходили в Новосибирске. Вот, и я влюбилась с первого взгляда в этот вид спорта, и вот, и все началось с этого.
Давно еще, лет 6 назад, по-моему, в 2011 году вы завоевали бронзу в Шымкенте. И тогда вы тренировались под руководством Александра Хикала, если я не ошибаюсь. И расскажите вообще о работе с этим тренером, как вам было работать? С 2010 года до 2012 я вот тренировалась у него в городе Москва, вот, и он дал большой мне шаг вперед, очень много знаний, и я показывала хорошие результаты, вот. И, кстати, вы отказались от российского гражданства, это на самом деле так есть, в пользу кыргызского. Да, я родилась в России, и мне хотелось выступать за нашу страну, вот, так как у меня очень патриотический отец, вот, для него это важно, и для меня, и вот я решила выступать за Кыргызстан. Это хорошая новость на самом деле. Но и вы планировали выступить на Олимпийских играх в Сочи и в Пхенчхане. Что помешало? Ну, как бы мы в ИСУ вошли только в том году, вот, и из-за этого все это не получилось. И также у меня была травма, из-за чего я бросила и перешла на тренерскую деятельность. Хорошо. И вопрос следующий возникает отсюда. Каково вам быть тренером? Когда у вас первый опыт возник, и насколько тяжело было или, наоборот, легко давалось? Ну, я вообще раньше никогда не думала, что буду работать тренером. Я только видела себя спортсменом всю жизнь. Вот. Но когда я пришла только на ледовую арену как бы тренером, да, в этой деятельности, мне очень понравилось работать с детками. Я получаю огромное удовольствие, как бы, да, передавать свои знания, то, чему я научилась. Вот. А теперь спросим у ваших воспитанниц. Начнем с Бермет. Расскажите, каково работать с таким тренером, как Карина Каримбекова? Мне очень нравится с ней, у нее учиться. Она очень добрая, веселая, хорошо учит. Мне очень нравится. Угу. Хорошее мнение. Диора? Работать с Кариной Каримбековной очень хорошо. Я благодарна Карине Каримбековне, она меня уже многому научила, и благодаря ей я добилась успехов. Угу. Изодора? Карина Каримбековна, она очень хороший учитель, научила много прыжков меня, и хорошо воспитывает, красивая. Сильно вас ругает во время тренировок? Нет. Не ругает вообще? Ругает. Ругает? Но не сильно? Нет, не сильно. Ну, у вас вот есть результат, и мы видим очень много медалей у вас на шее, и надеемся, что они будут пополняться все больше и больше в вашу копилку. Ну и сейчас такой вопрос президенту. Карина, на каком уровне сейчас фигурное катание в Кыргызской республике, откровенно говоря? Ну, если честно, можно сказать, что мы только на первой ступени, потому что наш вид спорта только развивается. Вот. Но я не отпускаю руки, я надеюсь, что через лет 10-20 мы уже о нас будут знать за рубежом, мы будем показывать результаты хорошие. Вот. Все, я думаю, будет впереди. Угу. Хорошо. Ну и если мы заговорили о тех результатах, вообще, которые нужно нам добиться, вот для вас кто является кумиром в фигурном катании за всю историю вообще? Вообще, когда я занималась, я очень любила фигуристку Юна Ким. Она чемпионка мира, была на Олимпиаде второй. Я как бы стремилась стать такой же. Вот, а так очень много кумиров было в детстве. Очень много было. Хотелось подражать всем. А теперь узнаем у девочек. Скажите быстренько фамилии или имена тех, на кого вы хотите быть похожими. Ну, я хочу быть на Карину Каримбековну, и я больше всего хочу быть на Карину Каримбековну похожа. Отлично, отличный ответ. Дальше. Я тоже хочу быть похожа на Карину Каримбековну, и на Дениса Тена, и на Лепницкого. На Лепницкую. Дальше. На Карину Каримбековну тоже. Вот такой вот ответ в кассу. Наверное, чтобы поменьше вас ругали на тренировках. Хорошо, отлично. Ну и вот вопрос нам также в Инстаграме отправил пользователь под именем Сара Уэйн Келлис. Как работает современная система оценок?
С 2006 года Международный союз конькобежцев, чтобы облегчить ситуацию всю, потому что очень много было споров раньше при старой системе. Сейчас система намного облегченная, там за каждый там технические прыжки, да, из-за скольжения, из-за, как бы сказать, красоту, да, катания, и за хореографию, за все оценки ставятся отдельно. Вот самый большой балл это 10. 10. Да, ну такие баллы очень даже на мировой арене мало кто получает. Хорошо. А вот мы вам предлагаем сыграть в одну игру. Рубрика называется у нас «Осуди кто?». Ну и сейчас объясню вам правила. И, дорогие друзья, внимание на экран. Сейчас начнется... Перед этим объясню правила, давайте, чтобы вы уже полагали, как нужно играть. Здесь у вас есть справа оценки. То есть мы сделали наши оценки от КТРК Спорт. То есть вот вы видите, друзья, цифра 10, 9, различные оценки от низкого до самого высокого. То есть мы сейчас будем смотреть два фрагмента видео выступления спортсменов. После первого обсудим, поднимем затем, конечно, бальные оценки. То есть мы сегодня будем в качестве судей, потому что вы тоже так ведь судите соревнования. Хорошо, вы готовы? Поехали, друзья. У нас рубрика «Осуди кто?». Карина, мы сейчас наблюдаем, как спортсмен выступает. Так, по пути, как можно сказать, как он выступает? Уровень катания его, в принципе, очень хороший. Он прыгает тройные прыжки. И я думаю, он уже получил мастера спорта. Но катается еще по юниорам, Да, не взрослых. Ему 18 лет сейчас. Это японские фигуристы. Как вот вы можете разглядеть уверенность в человеке, когда выступает? Как он сейчас себя чувствует? Он очень раскованный и уверенно показывает выезды чистые. Ну, для себя уже начинаете определять сейчас, какой балл. Ну, это будет после, как закончится данный фрагмент. Можно просто сейчас помогать нам комментировать, потому что сейчас КТРК Спорт ведет трансляцию с турнира Гран-при. Кубок Балтики, 125-летие фигурного катания, ИСУ как раз таки. И, может быть, вы нам, любителям, вот как-то объясните, как здесь нужно что-то говорить вот в таких ситуациях. Побыть комментатором? Ну, так, на полставки. Ну, каждый элемент, видите, оценивается. Допустим, по вращениям смотрят на скорость, центрованность вращения, на позиции и на обороты. И на сложность программы, конечно. Да, конечно. Ну и вот, завершает свое выступление. Так, вы готовы сейчас? Давайте на счет 3 так, покажем быстренько. Вы в эту камеру можете показать, я в свою камеру. На раз, два, три. Раз, два, три. Оценки. У меня 10, у вас 7. Да. Ну, вы так более как профессионал сейчас выставили. Я 10 отдал, потому что я был под впечатлением, как любитель. А вот вы как профи расскажите, почему 7? Потому что у него еще, он не настолько владеет коньком, до 10 он еще пока не дотягивает. И есть помарки. Если бы вы включили там Плющенко, то я бы поставила 10. Плющенко, конечно, это совсем другой уровень. Ну да ладно, друзья, сейчас давайте второй фрагмент рассмотрим и потом уже определим с оценками. Вот сейчас ошибка была, падение было. Что же часто такое бывает? Обычно сколько отнимают баллов за такое падение? Фигурист остается без элемента, и за него ему ставят -3, так как он упал. И вот что нужно в таких случаях делать, когда падает, тяжело потом же как-то выступать? Вставать, потому что имеются и остальные элементы, потому что если после каждого элемента отпускать руки, то этого нельзя делать. Нужно докатывать до конца.
Как будто бы этого и не было. Да, и не показывать. Хорошо, а вот как вам спортсмен, если не считая этого падения, как он выступает сейчас? Это китайский спортсмен, тоже юниор. Ну, неплохо. Как у него хореография, какая программа у него сложная или наоборот средняя? Ну, у того фигуриста была сильнее. Сильнее, да? Да. Вот здесь приземление, да, было немножко, по-моему? Кстати, вот вопрос всегда такой был к фигуристам. После таких вращений, как вообще удерживаете центр тяжести? Тяжело ведь? Нет, вырабатывается вестибулярный аппарат. Со временем голова у фигуристов уже не кружится. Не кружится уже? Да. Привыкаем. Хорошо. Так, все, видео закончилось. Ну и давайте на счет 3 сейчас мы поставим оценки. Судья Карина Ураимова и судья Азирет Абдраимов. Посмотрим, кто же какую оценку поставит. Вы готовы? Да. Так, на счет 3. Раз, два, три. Так, у меня тройка, у вас пятерка. А здесь вы более снисходительные. Почему? Ну, потому что тройку получают в основном дети, которые прыгают двойные прыжки. У этого фигуриста уже были тройные, он сильнее уровнем. Сильнее все-таки. Да. Угу. Троечка это мало. Мало, да? Хорошо. Ну, здесь я был более таким настоящим мастодонтом судейского цеха, хотя на самом деле тоже тяжело, я думаю, судить. И вот теперь по поводу вашего судейства. Вот недавно вы также судили данный турнир. Как вы оценивали? То есть были ли вы снисходительны к девочкам или все-таки так более объективно судили? Я всегда сужу соревнования объективно по прокату программы. И бывает на тренировках, конечно, они катают некоторые лучше. На соревнованиях многие дети теряются и волнуются, и нервничают, и бывают падения. Но мы ставим оценки только по прокату. По прокату. Да. То есть с детства уже обучаете то, что здесь не будет пряника. Да. То есть только кнут и кнут. Ну, чтобы добиться результатов, имеется в виду. Ну, нет, конечно, так тоже нельзя. Я и пряником угощаете иногда. Да, конечно, иногда. Хорошо. Теперь вопрос к девочкам. Вот вы сейчас видели выступление этих спортсменов. На ваш взгляд, как они катаются? Вот вы уже все-таки стали более-менее профессионалами, чем я, это точно уже. Как, на ваш взгляд, они выступили, эти два спортсмена? Первый хорошо выступил, а второй не очень. Второй не очень. Хорошо. Диора? Первый более был сильнее, и у него была хоть и не очень сложная программа, но все равно он делал это очень хорошо, и для его программы это прекрасно. Ну, а со вторым то же самое, он немного не очень выступал. Вот юные судьи уже вырастают у вас, ваши сменщицы. Ну и Изодора, расскажи теперь. Первый фигурист выступил хорошо, а второй не очень-то тоже. Второй не очень. В принципе, с моим мнением тоже это совпадает. Ну и вот, продолжая тематику о падениях, вот лично вы, мы вашего тренера потом спросим, вот если у вас падение бывает во время выступления, что происходит в голове у вас? Вы либо забываете это начисто, либо же это как-то вас преследует все выступление? Ну, я иногда забываю или паникую. Не паникуешь. Хорошо, Диара. Я, если, например, упала, но я не останавливаюсь на этом и иду дальше доделать свои элементы, и как бы меня это уже не интересует. Изодора? Когда я падаю, у меня такое чувство, что я уже не могу победить. Что не можешь победить? А ведь, видишь, нужно, оказывается, забывать об этом, как твои сокомандницы и как твой тренер говорит. А теперь вопрос к Карине. Вот когда у вас такие падения случались, как вы себя настраивали? То есть была ли какая-то работа с психологом перед выступлениями или же сам себе психолог? Да, но с психологом я лично не работала, я сама себя настраивала на старт, и также помогал тренер всегда, он был рядом и поддерживал, прибадривал. Вот. Но если в случае падений, то я вставала и дальше ехала. То есть, в принципе, нужно забывать этот эпизод. Нельзя останавливаться. Хорошо, а вот что вы скажете
родителям сейчас, потому что наш эфир смотрят и родители с нашей республики. И вот какую, так сказать, вы рекламу сделаете, чтобы пришли в ваш вид спорта именно? То есть чем силен данный вид спорта фигурное катание? Ну, в основном в фигурное катание детей приводят, у которых там слабый иммунитет, да, часто болеют. Вот. После того, как они начинают заниматься, многие родители подходят и радуются тому, что их ребенок перестал болеть. Поэтому, во-первых, это красивый вид спорта, очень сложный, и работает вся иммунная система. И, как сказать, ребенок только счастлив после того, как начинает кататься на льду. Также занимаются по всему миру, да, не только дети, также занимаются и взрослые, для себя, да, любительски. Вот я ни разу в жизни не катался на коньках. Каково будет, да, мне по 30 почти что, каково будет мне встать на коньки? Тяжело будет? Будет сложнее, чем ребенку, но если с вами позаниматься, если с вами будет тренер, который обучит, то вы поедете. Главное было бы желание. Да, желание. Хорошо. И вот по вашим словам, вашим кумиром, кстати, вот являлась Юна Ким, корейская фигуристка. Расскажите, почему именно Юна Ким? Чем она для вас так вот оставила такой след? Ну, она мне нравилась своим катанием, скольжением. У каждого фигуриста есть своя манера. Вот, и она мне нравилась своей плавностью, мягкостью и чистыми прыжками. Также меня тренер всегда называл так, потому что он говорил, что мы похожи, да. Внешне похожи. Да. Хорошо. И вот поговорю то, что вы с Ильей Авербухом виделись, и расскажите вообще, как для вас прошла данная встреча, какой он человек, потому что многие знают, что это выдающийся спортсмен, серебряный призер Солт-Лейк-Сити и многократный чемпион мира. В общем, о ваших впечатлениях после встречи с Ильей Авербухом. Так я занималась в России, к нам часто приезжали знаменитые фигуристы, также вот Авербух, и они давали нам мастер-классы, и мы получали огромное удовольствие от этого, потому что, ну, все-таки дети, вот, и у него свой уровень катания, он показывал всевозможные шаги, как выполняются некоторые элементы. Вот, а также я ездила на сборы в Москву к Александру Жулину. Вот, у него набиралось опыта. Хорошо. Первая тренировка вот для вас как прошла? То есть что было для вас сложно? Это затормозить. Потому что я ехала и не знала, как тормозить, и ехала в борт, в людей. Вот, было страшно. Бортики не пострадали? Нет. Хорошо. Тогда теперь девочек также спросим. Бермет, начнем с тебя. В твоей самой первой тренировке что было сложного? Ну, я плакала сначала, но меня Карина не держала, тогда я уже не боялась, держалась за бортики и каталась спокойно. За бортики начали Да. Угу. Через сколько научилась, кстати, кататься? Через какое время? Ну, я не знаю. Месяц, два, три, сколько примерно? 2. 2 месяца. Угу. Хорошо. Дьора? Я уже, если честно говоря, давно начала, поэтому я даже не помню, что для меня было сложно. Ну, наверное, больше всего мне было страшно, чтобы там кто-то меня не сбил или я кого-то не сбила там. Вот. Угу. Изодора? Я боялась сделать прыжок перекидной. Прыжок. Кстати, вот вопрос с Кариной начнем теперь по поводу прыжков. То есть флипы, тулупы, аксели делать сложно. Даже смотреть сложно на них, как вообще люди умудряются такое делать. Насколько сложно исполнить данный прыжок, насколько он дается с первого раза? Ну, все начинается постепенно. Сразу, допустим, я не могу дать спортсмену прыгать там тройной тулуп или сальхов. Все постепенно с одинарного, потом они переходят на двойные прыжки и далее на тройные. Сейчас фигуристы намного стали за последние 10 лет сильнее. Уровень фигурного катания по всему миру поднялся. Сейчас уже 10-летние дети уже прыгают тройные прыжки. Раньше такого не было.
Поэтому с каждым годом талантливые дети, они, я думаю, уже скоро до пятерных дойдем. Серьезно? Это будет отлично для нашего уровня. Да, ну еще по поводу системы ваших тренировок мы потом позже поговорим. Девочки, скажите теперь по поводу вот этих элементов. То есть на самом деле, как вам тяжело далась, допустим, вот Бермет, с тебя начнем. Аксель, ты говоришь, исполняла. Вот как с первого раза было исполнить данный элемент? Ну, я сначала много падала, иногда я подставляла ногу, А не иногда... хотелось тебе уйти с тренировок после этого? Нет, я не уходила. Наоборот, ты еще больше разодорилась. Мгм. Отлично. Я пыталась и потихоньку И училась. получилось. Да, получилось. Хорошо. Диора? Когда я училась первому прыжку, это тоже был аксель двойной. И тогда я тоже падала, тоже не получалось, где-то подставляла ногу. Но все равно я продолжала, пока у меня не получится, и в итоге получилось. Получилось. Изодора? Ну, аксель я начала только учить его, падаю тоже, иногда подставляю ноги. Угу. Было сложно, А падала много. сейчас как? Сейчас тоже много падаю. Тоже много падаешь. Я Но дома главное, не иногда отчаивайся. работаю. Самое главное, молодец. Ну и, друзья, сейчас вы увидите ролик со спецрепортажа, который мы делали вот буквально под конец прошлого года, с того самого турнира новогоднего. Немножко сжатая версия, конечно же, и интервью девочек. Так как у нас эфирное время тоже ограничено, поэтому давайте понаблюдаем. Внимание на экран. Сегодня как ты оцениваешь свое выступление? Хорошо, удачно. Мне очень нравится фигурное катание. Оценки уже известны тебе? Пока нет, но скоро будут известны. А вот ты как думаешь, какое ты место сегодня займешь? Первое или второе? Сколько лет ты занимаешься фигурным катанием? У меня сейчас пошел 4-й год, как я занимаюсь фигурным катанием. Какой твой результат по фигурному катанию? Ну, я ездила в Алмату, заняла 2-е место в международном в международных соревнованиях. И ездила в Караганду, приехала с 3-е место. А как ты оцениваешь сегодня свое выступление? Ну, я думаю, что я станцевала очень хорошо. Ну, конечно, не очень, но все равно, я думаю, результаты будут хорошие. На кого ты равняешься сегодня? На Медведева. Медведева? Да, Планируешь ли ты стать сама олимпийской чемпионкой? да. Твой самый лучший прием? Это улыбаться и просто танцевать на льду. Ну, даже нормальные. Кто твой кумир? Карина Каримбековна. И твой лучший элемент? Флип. Флип. Почему флип? Он у меня хорошо прыгается. Какой твой самый любимый элемент? Вращение. Вращение? Почему? Потому что мне очень нравится, что кружишься, еще красивое там. А сегодня как ты выступил? Хорошо. Хорошо. В будущем кем ты хочешь стать? Чемпионкой мира. Ну, я занимаюсь 4,5 года. Я сегодня хорошо выступила. Какой твой любимый элемент? Мой элемент аксель. А почему именно? Потому что мне нравится, когда я прыгаю и вот так вот в группировке кручусь. Это очень красиво. А за это время какие успехи? У меня очень много успехов, много медалей. Может, перечислить самые главные? Две давай самые главные. Я в Алмате заняла 1-е место и в Шымкенте 3-е место. В будущем планируете стать чемпионкой олимпийской? Я хочу как Евгения Медведева. Она чемпионка мира. Ну вот мы
мы все с вами насладились данным репортажем, который был сделан специально для КТРК «Спорт» в честь новогоднего праздника, в честь этого новогоднего турнира. Ну и вопрос к девочкам. Вот как для вас прошел данный турнир? Какой опыт для себя почерпнули? Ну и расскажем еще о том, какое вы место заняли. Я заняла, третье место. Третье место, отлично. Какой опыт для себя ты взяла оттуда? Хороший опыт. Хороший опыт. Уровень какой был? Сильный? Какие были соперницы у тебя? У меня были и слабые, и сильные. И ты среди них выделилась все-таки. Да. Поздравляем. А Диора? К сожалению, моя программа тогда не была готова, чтобы я ее выступила, потому что мы ее не до конца откатали. Ну а так я видела своих соперниц, они достаточно сильные. Тоже, я бы не сказала, там есть слабые. Вот. Уровень хороший. А вот если бы ты все-таки выступала бы, и твоя программа была бы готова, скажи, а какое место ты бы заняла? Я уверена была бы, что либо первое, либо второе, где-то так. Отлично, уверенно и четко все. Изодора? Я там не выступала, мою программу еще недостаточно там поставили. Угу. И какой ты заняла бы, если бы она была готова у тебя? третье, наверное. Третье. Вот так вот скромная у вас ученица на самом деле. Есть ли у вас определенный тимбилдинг? То есть вы кроме катания где-то собираетесь, может быть? Расскажите об этом поподробнее. В смысле тренировки? Кроме вот этого тимбилдинга, то есть когда вы собираетесь на какое-нибудь мероприятие, там, дни рождения отмечаете, просто собрание ваших учениц вместе с вами и с родителями, возможно, тоже. Мы часто собираемся, ходим летом в бассейн, там, ходили в кино, отмечали праздники, бывало, да. Чаще мы встречаемся на тренировках. На тренировках у вас, ну. Да. Ага. Ну, есть еще теплые отношения все-таки у вас в коллективе. Конечно, у нас очень дружные дети и родители. Сколько человек занимается у вас сейчас на данный момент? На данный человек 30. 30 человек? Да. Как справляетесь? В принципе, сложновато, но можно работать. Можно работать? Да. Хорошо. А теперь по поводу цели вопрос. Начнем с вашего тренера, девочки. Какая цель сейчас для вас, как для тренера? Вырастить чемпионку мира. Чемпионку мира или Да. даже не одну? Да, несколько. Об Олимпиаде вообще грезят девочки сейчас? Поживем, увидим. Угу, отлично. Бермет, тогда расскажи твою цель на данный момент в фигурном катании. Я хочу стать чемпионкой мира. Чемпионка мира. А что для тебя лучше, чемпионка мира быть или олимпийской чемпионкой? Чемпионка мира. Только Чемпионка мира. Да. Хорошо. Диора? Я хочу стать олимпийской чемпионкой мира известной. И там, в общем, себя проявить. Хорошо. Изодора? Хочу быть чемпионкой мира. Чемпионка мира. А не хочешь быть чемпионкой Азии, к примеру? Или сразу хочешь чемпионкой мира стать? Я не знаю. А олимпийской чемпионкой? Где-то чемпионкой мира хочу. Чемпионка мира. Я для вас открою секрет такой маленький. Наверное, Карина Карамиковна вам, может быть, не говорила еще. Стать олимпийским чемпионом намного почетнее, потому что Олимпиада раз в 4 года проводится, а чемпионат мира раз в 2 года. Так что стремитесь, прежде всего, стать, конечно, олимпийскими чемпионками. Такой вот совет от любителя. Чемпионат мира каждый год? Даже каждый год у вас? Тем более. А в некоторых видах спорта раз в 2 года проводится. Хорошо. И вопрос по поводу звезд. Вот вы встречались с Ильей Вербухом, с другими еще, возможно. И как они себя ведут на людях? То есть есть ли у них какая-то горделивость перед другими людьми? Или они такие простые, душевные? Нет, в основном все спортсмены, они очень такие скромные. Я бы не сказала, что кто-то ходил вот так это пальцы веером. Такого нет. И вот обучаете ли вы этому своих учениц? То есть быть скромными вне катка? Да, я часто им читаю лекции о том, каким нужно быть спортсменом. Я думаю, по ним видно. Да, скромненький
Хорошо. И про ваш процесс тренировок расскажите. Есть ли у вас, возможно, какие-то... вот вы говорите, мы хотим вырастить чемпионок мира, чемпионок, олимпийских чемпионок. Может быть, у вас какая-то своеобразная программа есть? Может быть, это сборная программа от других тренеров? Расскажите о ней поподробнее, пожалуйста. Ну, я каждый год езжу на семинары, которые проходят в России. Вот, и с каждым годом все добавляется что-то новое. Вот, и я все применяю на своих учениках. Вот, и мы занимаемся помимо тренировок на льду, у нас и сухие тренировки. У фигуристов должна быть сильная общая физическая подготовка, также растяжка, хореография, и над всем этим мы работаем. Хорошо. И вопрос по поводу как раз таки с интернета у нас, социальных сетей. Вопрос такой задают. Вообще, с какого возраста можно заниматься фигурным катанием? Человеку 15 лет, девочке, можно ли сейчас ей заняться? Или уже поздно? Если ребенок приходит 15 лет, то его уже можно направить только на любительское катание, ну, для здоровья. А если заниматься профессионально, то желательно давать детей с 3-4 лет. 3-4 лет, то есть очень рано. Отлично. И вот как раз таки мы видим уже девочки, какой уровень у девочек сейчас. Хорошо? Так что, друзья, отдаем своих юных чад именно вообще с самого маленького возраста, 3-4 года, даже 5 лет можно, да, в принципе? Да. Хорошо. Ну и теперь хочу спросить вас о как раз таки уровне мирового фигурного катания. Все-таки есть определенные сейчас моменты по поводу допингов в системе ИСУ. Не только ИСУ, вообще в олимпийской системе. И вот тоже сегодня не социальных сетей мне вопрос этот попросили задать вам по поводу отстранения сборной России от зимних Олимпийских игр, чтобы они выступали под нейтральным флагом. И вот как это может сказаться на фигурном катании сейчас? И вообще, может быть, они побоялись конкуренции? Да, вообще в России фигурное катание, допустим, очень сильно развито. Они сейчас, можно сказать, номер один. Ну, не только в фигурном катании, я думаю, во всех видах спорта. Вот, и у нас тоже всегда проверяется это, но в фигурном катании это очень редко встречается. Редко встречается? Да. Мне кажется, чаще у легкоатлетов. А почему вот все-таки отстранили ведь сборную России? Та же самая Медведева теперь не будет выступать. Да, я знаю. Я думаю, я считаю, что это несправедливо. Несправедливо? Да. Хорошо, ну это политика, понятное дело, мы сильно тоже не будем в нее углубляться. Хорошо. Вопрос такой по поводу уровня я уже задал. Есть ли поддержка от государства, либо от каких-то меценатов? На чем вообще вы держитесь, ваша Федерация фигурного катания? Поддержки таковой я не чувствую. Вообще детьми занимаются только их родители. И на соревнования выезжаем сами, родители сами все оплачивают. И костюмы тоже шьют. Вот. Также у нас проблема бывает с ледовой ареной. В Локомотиве да, мы занимаемся в Локомотиве. И также тренируемся еще на катке в Асанбае. Вот. Здесь еще пока не понимают, что нужно уделять большое внимание этому виду спорта. Вот. И бывают трудности договориться со льдом, потому что государство тоже не особо поддерживает спорт. Хорошо, а вот у вас сейчас сотрудничество с хоккейной академией еще. Откуда оно возникло вообще, данная связь? Откуда возникла? Даже не знаю. То есть спонтанно получилось? Да. Да, ко мне подошли и предложили сделать такое, и я думаю, что потихоньку мы будем развиваться с академией. Будем привлекать спонсоров. И сейчас мы вам даем 20 секунд эфирного времени, даже 30, давайте я чуть более щедрее буду. Можете, глядя в камеру, сейчас обратиться к меценатам, может быть, к спонсорам в будущем, поддержать ваш вид спорта. Уважаемые зрители, я бы хотела, чтобы вы поддержали нас, чтобы обратили внимание на наше поколение молодое, чтобы в них вкладывали. Вот, и спасибо. Хорошо. Ну и теперь сейчас мы перейдем к нашей рубрике, называется она «Блиц-опрос от Азирета».
Ну и будут, конечно, к вам вопросы. Отвечаем кратко, либо полноценно, но очень быстро, долго не думая. Хорошо, готовы? Внимание на экран, друзья, сейчас передача, точнее рубрика «Блиц-опрос» от Азерета. Вопрос. Красивое выступление или неинтересное, но максимально правильное? Красивое выступление. Коньки или ролики? Коньки. Боевики или мелодрамы? Мелодрамы. Ваш любимый фильм о спорте? Их много. Один, любой. Не помню. В общем, много. О любимом фигуристе мы спросили. Теперь любимая, точнее, пару даже давайте назовем. Любимая пара фигуристов. Троньков и Лосожар. Угу. Самый счастливый день в вашей жизни? Когда я вышла на лед. Отлично. Любимый город? Бишкек. Бишкек. Кто самый влиятельный спортсмен в истории? Не только можно про фигурное катание, вообще любой влиятельный спортсмен, на ваш взгляд. Мухаммед Али. Мухаммед Али. Значит, я в этом совпадаю с вами. Все, наш блиц-опрос завершен. И по одному вопросу к девочкам я сейчас адресую по поводу фигуристов. То есть вы сказали уже, Карина Каримбековна для вас является идеалом фигурного катания, но все же, если взять другую высоту, то есть мировую, из российских, из зарубежных спортсменов, вообще назовите одного фигуриста, мужчину, либо же одну фигуристку девушку. На ваш взгляд, кто самый сильный спортсмен в истории по фигурному катанию? Бермен. Евгения Медведева. Евгений Медведев. Плющенко, отлично. Морозко. Морозко? Хорошо. Вот так мы ответы сейчас уже у нас были готовы. Ну и сейчас давайте перейдем к нашей рубрике. Называется она «Розыгрыш приза» от нашего гостя. Что сегодня вы припасли к нам для наших зрителей? Я подготовила такой подарочный сертификат. Будет мастер-класс. И я бы хотела предоставить его, чтобы победитель пришел 13 января в 6 часов. Я буду ждать. 13 января в 6 часов. Сколько? На 2 персоны получается? Да, на 2 персоны. На 2 персоны. Хорошо. Так, давайте это к нам сюда. Вот, друзья, такой вот подарочный сертификат на 2 персоны 13 января этого года ровно в 18:00. В Асанбай, да, получается? Да, в парке Асанбай за колесом обозрения. Карина Ураимова, президент Федерации фигурного катания и тренер, также будет вас обучать на этом мастер-классе. Задание очень простое. Расскажите, как родитель, либо же как взрослый человек своих сестренок, детей, в общем, расскажите, почему стоит отдать свое чадо в фигурное катание наиболее оригинальней. То есть можно не только стихотворением, точнее, можно более так красочно определить, почему стоит отдать. Самый оригинальный ответ, самый интересный ответ, конечно, мы путем голосования решим. И вот этот сертификат вручим. Завтра у нас в эфире, также в это же время, в 19:10, на передаче «Арена» у моего коллеги Узерета Исимбая будет объявлен победитель. То есть ровно сутки для этого дается. Поэтому, друзья, заходим в Инстаграм, подписываемся на наш канал КТРК Спорт, на нашу страницу официальную. И затем уже пишем в комментариях про как раз таки фигурное катание, почему стоит отдать своих детей или своих сестренок или своих братишек, к примеру, тоже ведь мужское фигурное катание тоже развито в мире, почему стоит отдать именно в этот вид спорта. Мы ждем ваших заявок, в комментариях можете оставлять. Ну, пока это здесь останется, и завтра уже мы выявим победителя. Ну и давайте теперь, конечно, постепенно будем завершать данный эфир. Я думаю, очень много мы для себя почерпнули, очень много знаний. И давайте начнем, наверное, с девочек. Пожелания нашему каналу, людям вообще с Новым годом можете поздравить. Давай начнем, Изодора, с тебя. Смотрим в камеру и говорим пожелания. Можешь привет передать своим родителям или еще кому-нибудь? Ну, я желаю им здоровья, счастья, чтобы они не болели. Чтоб они учились у Карины Каримбековны. Ну, их
Ну все. И чтобы был мир во всем мире. Да. Хорошо. Диора, твои пожелания. Для начала я хочу передать привет своим родителям. И хочу их назвать. Это моя мама Гульнара, папа Акрам и мои сестры Назира Гульназа и маленький братишка Атайчик. А также я хочу пожелать КТРК спорт, процветаний, чтобы благодаря вам узнавали про многих талантливых детей и взрослых. Благодаря вам уже про многих знают. И желаю процветания, счастья и здоровья всем участникам, которые работают на КТРК спорт. Спасибо большое. От всей души также тебя поздравляем. Бермет, теперь твои пожелания. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю вам счастья, успехов в жизни. И приходите к нам на фигурное катание. Передаю всем своим родным привет. Моей маме Айнуре, моему папе Джумайбек и моему брату Азамату и всем остальным моим родным. Спасибо большое. Карина, перед вашим пожеланием хочется, чтобы вы сейчас в камеру сказали, по каким дням вы проводите тренировки и в какое время? Тренировки у нас понедельник, среда, пятница. Я работаю в Асанбае. Занятия в 6 часов вечера, также в 9 утра. Вторник, четверг, суббота я тренирую в спортивном комплексе «Локомотив». Тоже время вечернее есть в 6. Приходите. Вот вам, пожалуйста, я думаю, придут все-таки люди. Ну и последний завершающий вопрос перед вашим пожеланием. Расскажите ваш собирательный образ идеального фигуриста. То есть можно сказать, допустим, Грация, там, Евгения Плющенко, техника Медведева, к примеру. То есть собирательный образ, резюмируя данный эфир. Четверные прыжки Плющенко, скольжение Каролины Костнер и Грация Евгении Медведевой. Отлично. Вот вам идеальный фигурист всех времен от Карины Ураимовой. Хорошо, Карина. Теперь ваши пожелания, глядя в камеру нашему каналу, можете поздравить также людей с Новым годом. Хотела бы поблагодарить вас за то, что вы нас сегодня пригласили. Большое спасибо. Вам спасибо за то, что пришли. Поздравляю всех с Новым годом наступившим. Желаю в этом году всем здоровья, добиваться своих поставленных целей и никогда не отпускать руки. Никогда не отпускать руки. Только вперед, хорошо. Девочки, вам как, эфир сегодняшний понравился? Да, очень. Хотите ли вы теперь, появилось ли у вас еще больше стимула теперь заявить о себе всему миру? Да. Хорошо, от всей души, от лица нашего телеканала мы также вас поздравляем с наступившим Новым годом. Пускай в данном Новом году у вас будет еще больше высочайших результатов. И чтобы вы 15 января, вы сказали, да? Чтобы вы 15 января показали класс и вернулись только лишь с золотыми медалями. Но даже если у вас будет серебро, либо же третье, либо пятое, не отчаивайтесь, у вас все будет впереди. Поэтому вас еще раз всех поздравляем и желаем только лишь успехов. Нам также было очень интересно. Друзья, еще раз напоминаем, на уже нашем официальном канале YouTube, кто сегодня не видел данный эфир, может посмотреть, набрать «Арена» с Азиретом Абдраимовым, сегодняшнее число, соответственно. И вот данный сертификат, вы увидите, как он разыгрывался в конце нашей передачи. И кто хочет бесплатный мастер-класс от Карины Ураимовой, пожалуйста, пишите в комментариях, конечно, свои доводы, почему стоит отдать своего ребенка именно в этот вид спорта. Ну и наше эфирное время подходит к концу, дорогие друзья. Для вас сегодня весь вечер в студии был Азирет Абдраимов, также представители самого, наверное, элегантного вида спорта вообще в мире, фигурного катания, Карина Ураимова, главный тренер, также президент Федерации фигурного катания Кыргызской Республики. Затем ее 3 воспитанницы, 3 ученицы, это Бермет Джумабаева, тоже неоднократный победитель многих турниров, Диора Акрамова, также очень много медалей у нее вот мы сегодня увидели. Ну и, естественно, Изадора Чокмурова, тот человек, тот ребенок, который также себя хорошо проявляет именно в этом виде спорта.
Всего доброго, друзья. Любите спорт, всегда следите за собой, любите друг друга, будьте счастливы. Еще раз вас всех с Новым годом.